Даже, скажем так, можно еще по-другому это объяснить. Доказательства в шариате делятся на 4 категории. Что такое доказательство в религии? Это слова Аллаха или слова или дела пророка. Правильно? Правильно. Но они до нас каким-то образом доходят. А вот в том, каким образом они до нас доходят, в этом может быть сомнение, а может быть и не быть сомнений. Например, передача Корана, если кто-то скажет, передача Корана мутаватир, нет, неправильно. Передача Корана, даже доказательства есть выше, есть хадисы или доказательства выше, чем мутаватир, знаете? И, например, Коран, он не передавался как мутаватир. Мутаватир – это большое количество. Это мутаватир от мутаватир от мутаватир. То есть, когда большое количество от большого количества от большого количества. А Коран не так передавался. Коран передавался кяффатан ан кяффатин ан кяффатин. То есть, не много-много от много, а все от всех, от всех, от всех. Все мусульмане, и далее следующее поколение, все мусульмане, далее следующее поколение, все мусульмане. Все мусульмане передавались с поколения в поколение Коран, а не большое количество какое-то. То есть не 100 тысяч, а остальные миллионы, что Корана не знают? Нет. Все мусульмане участвуют в передаче Корана. Все, без исключения. Потому что каждый знает как минимум Хульгу Аллах, или Фатиху знает, или кто-то знает джуз наизусть, кто-то знает 5 джузов, кто-то знает 10 джузов. То есть это не значит, что в передаче Корана участвуют только хафизы, которые знают Коран целиком наизусть. В передаче Корана участвуют все, кто знает хотя бы один аят. А любой мусульманин знает хоть что-то из Корана. Любой знает. Поэтому Коран передается всей уммой из поколения в поколение. Это не мутаватир. Это каффа. Ан каффа. То есть все от всех от всех. Это одно. Доказательства делятся на 4 категории. А доказательства изучаются с двух сторон. Это передача и это смысл. То есть что такое доказательство? Это Коран, слова Аллаха. Или хадисы, слова или дела пророка, алейхиссалату вассалям. Так вот к этим доказательствам мы можем подойти с двух сторон. Изучить то, насколько точно они нам переданы. Это одно. Вторая сторона, изучить их смысл. То есть, а что говорится в Коране? Или, а что сказал пророк? Или что он сделал? То есть, их смысл. Что они нам сообщают? Как их понимать? То есть, третьего здесь подхода нет. Поэтому, а какой подход? То есть, с чего надо начинать? Надо начинать, конечно, с передачи. То есть, какой мне смысл понимать слова пророка, если я не уверен, что пророк это говорил, саллаху алейхи вассалям? Нет, сначала надо смотреть на что? На передачу. Если мы посмотрим на передачу Корана, то и в точности передачи Корана сомнений нету, потому что Коран передавался исламской уммой из поколения в поколение всеми мусульманами. Кто-то знал Коран весь наизусть, кто-то знал пол Корана, кто-то джуз, кто-то суру, а кто-то даже один аят. Даже пророк саллаллаху говорит, передавайте от меня хотя бы один аят. Если ты знаешь наизусть несколько сур, то ты уже, не знаю, как это сказать, пояс безопасности, да, для Корана. Потому что если даже ты не можешь свидетельствовать о точности передачи Корана всего, но ты уже свидетель того, как правильно читается Куль Аллах, или как правильно читается Фатиха. Ты уже участвуешь в сохранении Корана, в его передаче. Так вот, что касается передачи Корана, сомнений нету. А вот что касается его смыслов, например, основы религии, еще раз, основы религии берутся только на твердых доказательствах. Не на Коране или хадисе, а на твердых доказательствах. А твердые доказательства это то, в передаче чего нет сомнений, от Аллаха или от пророка, алейхиссалям, и в смысле которых, в понимании которых тоже нет сомнений. Поэтому, например, конечно, это может быть для некоторых как может шоком, да, таким. Что вы говорите? Некоторые аяты Корана не основания для, то есть на некоторых аятах Корана основания религии невозможно построить, не строится. Почему? Потому что если передача Корана твердая на 100%, смысл всего Корана не твердый на 100%. Не твердый. Потому что во времена пророка, саллаллаху даже сахаба разногласили в толковании некоторых аятов Корана. И если нету возможности прийти к единому пониманию или толкованию какого-то места в Коране, то или иное толкование этого места, оно не может быть основой религии. А оно будет дополнением религии. Почему? Потому что основа религии это то, во что должен верить каждый мусульманин. А тот, кто не принимает эту основу, он не мусульманин.